И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Хамши Пшара. Сегодня в выпуске. Абхазия – шаг вперед. Бизнес-форум в Сухуми. К столетию народного поэта правительство разработало ряд мероприятий к юбилею Баграта Шинкуба. Как перейти дорогу без риска для жизни? Актуальный репортаж программы о работе светофоров. В Сухуми прошел международный форум «Абхазия. Шаг вперед» с участием экспертов в области экономики, туризма, предпринимательства, сельского хозяйства из России, Индии, Турции. Форум организован Международным фондом АПСН. В его работе принял участие президент Рауль Хаджимба, с интересом выслушавший докладчиков. Амра Мичба продолжит тему. Форум «Абхазия. Шаг вперед» оказался довольно представительным. Абхазских и зарубежных экспертов в Сухуми собрал Международный фонд АПСН, чтобы обсудить день завтрашний в экономике, туризме, предпринимательстве и сельском хозяйстве. Помимо экспертов в работе форума приняли участие представители исполнительной власти во главе с президентом страны Раулем Хаджимба. По словам руководителя Международного фонда АПСН Сенера Гогуа, проблемы прошлого и настоящего хорошо всем известны. Настало время говорить о том, что необходимо сделать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в стране. Проблемы для всех понятны и ясно. Давайте сегодняшнего дня говорить вместе, что мы должны делать. Не одни представители правительства, также представители бизнеса, представители общественной организации. Потому что ни одного нету программы, если не поддержит народ, не поймет народ, никогда положительный результат не получит. Это уже 4-е масштабное мероприятие Международного фонда АПСН. И каждый раз круглые столы, форумы и семинары проводятся по самым актуальным темам с привлечением экспертов и специалистов, профессионалов в своих областях. С докладом об особенностях сельского хозяйства Абхазии и путях его развития выступил председатель Ассоциации аграриев республики Джамал Эшба. По его мнению, именно абхазское село во время и после Отечественной войны народа Абхазии не допустило серьезного продовольственного кризиса. Но современный мир диктует свои условия. И чтобы выжить, селу теперь необходимо выстроить финансово выгодную экономическую модель сельскохозяйственного производства. Надо выстраивать высокоэффективное сельхозпроизводство, финансово, экономически они могут только выжить только крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, вертикально интегрированные, перерабатывающую промышленность. Тенденция в мире такая. Вот в Германии уже 4-й год идет программа по увеличению площадей до 80 гектаров и более. Так как обработка меньших площадей считается экономически нецелесообразной и невыгодной. Убеждение, что мелкий сельхозпроизводитель накормит страну и может вести эффективное производство – это иллюзия, считает Джамал Эшба. Будущее за так называемым контрактным сельским хозяйством, когда рядом с крупным агрохолдингом работают десятки мелких фермерских хозяйств, дополняя друг друга. В Абхазии великолепный пример тому, по оценке докладчика, фирма «Вина и воды Абхазии», возглавляемая Николаем Ачба. У нас в целом сохранилось отношение к сельскому хозяйству такое, как в начале 20 века, где все зависит от природных климатических условий, а современные реалии учитываются очень слабо. А сегодня аграрное производство является высокотехнологическим, наукоемкой отраслью. Любой проект в аграрной отрасли требует тщательной проработки, больших финансовых затрат, начиная с изучения природных климатических условий, определения качества почвы, вида продукции, поставщика семенного материала, технологий выращивания, изучения рынка сбыта и так далее. Очень много вопросов. В 2015 году самой высокооплачиваемой профессией в мире была не программист, никто, а так называемый постиндустриальный агроном. По мнению Джамала Эшба, новое правительство должно будет разработать и утвердить критерии государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе из принципа социальной значимости отрасли. Докладчик обратил внимание на необходимость разработки закона о сельском хозяйстве. Джамал Эшба считает, что закон должен подразумевать наличие и доступность кредитных ресурсов инвесторам, так как это будет стимулировать инвестиционную активность. Генеральный директор компании «Ацетук Тревел» Анна Калягина в своем докладе о туристической отрасли республики отметила, что пляжный отдых – это не то направление, в котором Абхазия может конкурировать с Турцией, Египтом, Крымом и даже с Краснодарским краем. Развитие санаторно-курортных объектов и активного горного отдыха, экотуризма – вот два основных направления развития туризма в республике, считает Анна Калягина.
Также особое внимание необходимо уделить воспитанию кадров, обслуживающего персонала. Соблюдение чистоты и порядка, контроль санитарных норм, вплоть до состояния канализационных систем – все становится важным вдвойне, когда от этого зависит развитие отрасли, нацеленной на привлечение туристов и, как следствие, большую прибыль. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава рассказал, что на сегодняшний день в республике около 50 фирм, которые завозят продукцию по прямым контрактам с производителями. Как старая редакция закона об НДС была очень щадящей для бизнеса. И несмотря на несовершенство налогового законодательства, бизнес развивался достаточно неплохо, активно и постепенно укрупнялся. Сырая, недоработанная новая редакция закона об НДС, который, естественно, в любом государстве нужен. И мы считаем, что закон об НДС правильный и формула правильная, просто к нему нужно было готовиться более тщательно, его нужно было прорабатывать. Новая редакция закона об НДС привела к резкому повышению уровня цен, а также к вымыванию денег из бизнеса. Вместо того, чтобы деньги были в обороте предприятия, они уплачиваются в бюджет при еще не реализованном товаре. Министр экономики Адгур Ардзинба привел цифры, которые, по его словам, наглядно демонстрируют происходящее в экономике. В частности, министр отметил, что за 2015 год рост внутреннего валового продукта составил 3,7%. Бюджет собственных доходов, так как мы его называем, вы знаете, что у нас часть бюджета, к сожалению, формируется за счет внешних источников. Вот собственные доходы у нас в прошлом году нам удалось увеличить примерно на 20%. Если говорить о товарообороте, это тоже ощутимый показатель для нашей страны, для нашей экономики. У нас большая зависимость, к сожалению, от импорта, кратное превышение импорта над экспортом, то и здесь тоже есть определенный рост, который внушает оптимизм. В прошлом году, по итогам прошлого года, у нас экспорт составил 4,5 миллиардов против 2,9 миллиардов в 2014 году. В этом году, в текущем году, вот по данным таможенного комитета за полугодие, экспорт уже сегодня составил больше 3 миллиардов рублей. Адгур Ардзинба назвал одной из первоочередных задач необходимость налоговой реформы. Для большей эффективности внебюджетных фондов рассматривается также возможность введения единого социального налога. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба в свою очередь рассказал участникам форума о нынешнем состоянии аграрного сектора в республике. Тимур Эшба подчеркнул, что для развития сельского хозяйства необходима мощная поддержка государства. Он высказал идею учреждения государством специального банка, который бы занимался кредитованием исключительно сельхозпроектов, так как, по мнению Эшба, коммерческие банки с неохотой их финансируют. В своем выступлении на форуме президент Рауль Хаджимба привел данные о том, что в 2016 году в 12 раз больше, чем в прошлом, вывезено сельхозпродукции за пределы республики. Это благодаря тем хозяйствам, которые организованы на территории Абхазии. Это парниковые хозяйства, которые стали расти у нас. Разве это не положительная тенденция? Это хорошо. Но это мало. Это только первые шаги. И поэтому я уверен в том, что тенденция будет в сторону улучшения. Мы готовы слышать вас, мы готовы ставить и задачи перед исполнительной властью, перед правительством, чтобы количество тех же проверок, о которых вы говорили. Мы с вами об этом уже не один раз говорили, и хотелось бы, чтобы здесь была бы реальная работа. Количество проверок действительно очень высоко у нас на сегодняшний день. Проверяют все, кому не лень. Минимизировать нужно количество всех этих так называемых административных проволочек. Создать условия для того, чтобы бизнес был бы до поры до времени, при периоде его становления освобожден в большей степени от налогов. Президент отметил, что государство изыскало средства для кредитования бизнеса. Да, мы действительно страна, которая в значительной степени бюджет свой формирует за счет российской помощи. И здесь было сказано кем-то, к сожалению, ничего подобного, я ничего не сожалею. Просто эту помощь нужно правильно использовать, ее правильно перенаправить на развитие экономики страны. И тогда у нас с вами будет возможность говорить о том, что страна начала эффективно работать и получать те средства финансовые, которые создадут основу строительства нашего государства. Сегодня, за последние вот эти 2 года, мы бюджет своей страны с 2 миллиардов 900 миллионов фактических наполнений мы увеличили почти до 4 миллиардов прошлого года. И в этом году мы надеемся получить до 5 миллиардов, где-то 711 миллионов.
Рауль Хаджиба обратил внимание экспертов на проблему в сфере энергетики, без решения которой невозможно развитие тех отраслей, о которых речь шла на форуме. Сегодня энергетика находится в самом плачевном состоянии, при том, что у нас ресурсы очень существенные. Сегодня мы с вами получаем возможности только от Ингургеса, при том, что у нас большое количество возможностей малой энергетики. У нас есть возможности альтернативной энергетики использования, но мы при этом практически ничего не сделали. У нас вся система энергетики устарела. Она сегодня находится в критическом состоянии. Как будет развиваться туризм? Как будет развиваться сельское хозяйство, если буквально через некоторое время у нас эта система рухнет. Президент Рауль Хаджиба высказал готовность участвовать в форумах, в которых обсуждение насущных проблем нацелено на реальное их решение. После недолгого перерыва во второй части рабочего форума «Абхазия. Шаг вперед» выступили эксперты из России, Турции и Индии. Амра Амиджибасаида Гухава, Абхазское телевидение. Новый начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации президента Алхас Гагулия рассказал на брифинге о целях и задачах структуры, планах работы, а также ответил на вопросы журналистов. На данный момент структура остается прежней. Цели и задачи управления, они не менялись. Но мы будем вносить некоторые коррективы, потому что задачи, которые становятся сегодня перед управлением, требуют более оперативного реагирования. Соответственно, пришла новая команда. На данный момент структура остается прежней. И новые члены команды были введены именно в состав именно этой структуры. Но работа ведется, потому что, в принципе, информационное поле, оно гибкое, и структура также будет меняться. В стенах этого здания каждый день проводится колоссальный объем работы. И, к сожалению, не всегда об этом люди знают. И вот это, естественно, мы хотели изменить. Потому что, как вы знаете, проблем много, да, это не секрет, что есть чиновники, которые достаточно закрыты. По сайту меня интересует, он входит в структуру управления или не входит? Безусловно, мы знаем проблемы, которые связаны со сайтом. И мы знаем, что он не отвечает на данный момент современным условиям. И идет разработка нового сайта. Мы намерены работать в более тесном сотрудничестве с пресс-службами всех министерств и ведомств. 100 лет со дня рождения народного поэта Абхазии, лауреата премии имени Дмитрия Гуля, академика Баграта Шинкуба республика планирует отметить с размахом. Об этом говорили на заседании комиссии по празднованию юбилея поэта под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Шамиля Азанба. Ученые, писатели, общественные и политические деятели страны утвердили план мероприятий. Планируется издание 3-томника избранных произведений Баграта Шинкуба – поэзия, проза и публицистика. Дому-музею автора в селе Чулоу придадут особый статус. Также будет проведена международная конференция по 3 направлениям деятельности Баграта Шинкуба – общественно-политической, научной и художественной. К 100-летнему юбилею народного поэта будет создан документальный фильм о его жизни и творчестве. Очень хорошая, насыщенная программа, тем более с учетом дополнений и пожеланий. Но мне чего-то не хватает. Может, я что-то упустил или что-то планируется, да, я извиняюсь. Но я хочу вам напомнить, помните, в 1999 году, когда 200-летие Пушкина отмечалось, российское телевидение превратилось в одного сплошного Евгения Онегина. И вообще лирику Пушкина. Вся Россия целый месяц перед 6 июня жила Пушкиным, пространством, литературой, поэзией. И многие люди, наверное, вспомнили то, что они в детстве учили, а может быть еще раз прочитали, а может быть заставили своих детей еще раз прочитать. Это был праздник, который сделала вот эта информационная среда. Если возможно было бы, я не знаю, здесь есть творческие люди, мне кажется, было бы интересно, если на нашем телевидении, может быть, неделю, я не знаю, или 10 дней, вот эти бессмертные строки Баграта. Не обязательно, чтобы это дикторы, пускай это будут обычные люди. Это могут быть, может быть, ректор университета скажет, может быть, народный писатель скажет, может, простой милиционер это скажет, чтобы люди дали понять, это народный поэт и это их праздник.
Нередко на перекрестках в Сухуми перестают работать светофоры. Для многих водителей и пешеходов это повод для волнения. Ведь даже если один двигается по правилам, то другой может и не успеть сориентироваться в ситуации. Как перейти дорогу без риска для жизни, почему регулировщики движения работают со сбоями, выясняла Нисфаршпа. Пешеходы вынуждены уповать на волю случая и вежливость водителя. Однако трудности есть не только у них. Выехать с близлежащего поворота, к примеру, здесь, на Колосе, дело нелегкое, а главное не быстрое. Ждать готовы единицы. Особо спешащие нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. Мы простояли более 20 минут и не единожды вступали на пешеходный переход. Лишь при виде камеры водители стали останавливаться, и нам удалось перейти дорогу. А вот эти женщины едва не попали под колеса несущихся с бешеной скоростью автомобилей. Вообще, конечно, трудновато. Идешь и переживаешь. Должно быть здесь, вот как в цивилизованной стране, подземный или надземный переход, и все. Мы переходим дорогу здесь каждый день с риском для жизни, буквально. Вот мы очень просим городские власти принять срочные, просто неотложные меры, потому что перейти дорогу, вот я с ребенком, водители не смотрят, женщины, дети, они думают, что это трасса, потому что здесь близко въезд в город. Там дальше перейти тоже нельзя. То есть вот этот отрезок от вокзала до супермаркета, он просто опасен для жизни. Причиной поломки светофора стал вышедший из строя кабель. К слову сказать, кабель проложен по асфальту. Со временем он стал выходить из небольшого углубления на проезжей части под давлением автомобилей и, естественно, порвался. Перепады напряжения, частое отключение электроэнергии также делают свое неблагодарное дело. Микросхемы светофоров попросту сгорают. Очень часто у нас бывают из-за перепада цвета, из-за них и в день бывает в одном месте несколько раз светофор сбивается. При обнаружении тому наши сотрудники замечают или просто граждане, водители, когда видят, звонят нам, мы дальше уже сообщаем тем службам, они выезжают и устраняют эту проблему. Всего в Сухуми 24 светофора. Работают они более-менее исправно. За этим следит транспортный отдел администрации столицы. Большинство в режим ожидания уходит после 11 часов ночи. А вот с утра включаются они по-разному. К примеру, этот светофор возле кафе «Ледник», несколько по улице Генерала Дбар регулировать движение начинают лишь после 9 часов утра. Это сделано для разгрузки республиканской автотрассы, которые в утренние часы пик загружены. Светофоры у нас работают... Вообще есть ГОСТ, есть стандарт, где-то в 12 часов ночи светофор отключается, то есть ставится на аварийный режим. Они желтые, мигающие, потому что нет необходимости, чтобы она работала ночью, потому что там есть микросхемы очень дорогие, они просто не выдерживают, чтобы они постоянно работали. То есть нет необходимости, чтобы они были включены. Помимо светофора есть дополнительные знаки, которыми надо соблюдать, и все, будет все нормально. Сотрудники ГАИ напоминают водителям, при проезде перекрестка с неработающим светофором необходимо руководствоваться знаками приоритета. В свою очередь, на таких перекрестках, как и на обычных нерегулируемых пешеходных переходах, пешеходы имеют приоритет в пересечении проезжей части. Правда, чтобы попасть на другую сторону дороги, все же необходимо убедиться в отсутствии транспорта. Нисфаршпа, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Сухуми презентовано общественное объединение «Айтера. Возрождение». На презентации «Айтера» присутствовали представители политических партий, движений, общественной палаты, депутаты парламента. Сопредседателями «Айтера» избраны лидер Леонид Лакербай, депутат парламента Ахра Квиквискери. Руководители объединения заявили о готовности работать со всеми партиями, организациями и гражданами страны. Главная цель – национальное согласие в обществе. На презентации выступили доктор исторических наук профессор Валерий Бегуа, председатель Федерации независимых профсоюзов Азарет Айба, руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарбей и другие. Мы не должны, не имеем права оставлять детям и внукам разделенную по политическим пристрастиям Абхазию. Если мы думаем о будущем Абхазии, мы должны пойти на примирение. Каким видится это примирение? На какой основе? На мой взгляд, на основе политической оценки событий последнего времени в стране.
Полагаю, что за основу можно взять меморандум о понимании, предложенный Ради Сократом Джиндюга, а именно неправомерность действий 27 мая 2014 года, осуждение их, недопущение повторения впредь, подтверждение итогов выборов президента 24 августа 2014 года. Почему я говорю о подтверждении? Просто надо учесть, что выборы были назначены в нарушении Конституции, ибо тогда еще действовал президент Анкара. Конечно же, меморандум не догма. Мы готовы работать со всеми партиями, организациями, гражданами страны. Готовы аккумулировать любые идеи, позволяющие нам прийти к главной цели – национальному согласию и примирению. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и Фонд социальных культурных инициатив Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве. Сторонами будут проводиться совместные целевые благотворительные акции, а также оказываться всестороннее взаимное содействие. Необходимо отметить, что фонды плодотворно сотрудничают вот уже третий год подряд. И за это время Фонд социально-культурных инициатив перечислил более 850 тысяч рублей на лечение больных детей. Один из основных проектов, который проводят оба фонда, это благотворительный концерт в Пицунде. В этом году он пройдет уже третий раз. По словам президента Фонда социально-культурных инициатив Республики Абхазия, основная цель благотворительной программы – привлечение средств для оказания помощи детям, нуждающимся в лечении. Одно из приоритетных направлений нашего фонда, в принципе, это организация крупных мероприятий для привлечения, которые направлены на привлечение бизнеса и общественности, для оказания помощи детям, нуждающимся в специализированном и высокотехнологичном лечении за рубежом. С нами сотрудничают много партнеров, бизнесменов, как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами. Мы надеемся, что наш проект будет все больше и больше расширяться. Сборник стихотворений Расула Гамзатова, а также несколько книг о Дагестане, в том числе «Этноатлас Дагестана» и «Дербент. Музей под открытым небом», были переданы в дар Национальной библиотеки имени Ивана Папаскер. Их привез большой друг Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей России Магомед Нуцалханов. Он уже несколько лет подряд приезжает отдыхать в Абхазию. В свое время посвятил нашей республике множество статей. По словам Магомеда Нуцалханова, такой теплый прием в Национальной библиотеке для него стал приятной неожиданностью. Для меня эта Абхазия стала родной. Такое уважение к этому народу, уважение к этой прекрасной земле. Вот самое главное для меня это вот душевно такая радость и прилив сил у меня, когда я еду сюда. И все, меня так, сказать, поднимут на высокую ступень, никогда не ожидал. Банк Абхазии выпустил обращение на набор памятных монет «Храмы Абхазии». Набор состоит из 7 видов памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 1 апсар. Дранский собор, Елырский храм, Лыхнинский храм, Новоафонский храм, Пицунский собор, Мукский Успенский собор, Бидийский собор. Памятные монеты выполнены из стали с латунным гальванопокрытием номиналом 1 апсар. Тираж наборов 2000 штук. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Под ним надпись на абхазском языке «Апсны Абанг». Над гербом полукругом надписи, обозначающей номинал монеты 1 апсар. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2016. Реверс – Дранский собор. В центре изображен Дранский Успенский собор. Слева изображение императора Византии Юстиниана Великого, строителя собора, а справа изображение Дранского креста. По окружности надпись на абхазском языке «Дранский Успенский собор». В нижней части под изображением собора указаны даты постройки. Реверс – Илырский храм. В центре изображен Илырский храм Святого Георгия. Слева изображение жертвенного быка и наконечника карающей стрелы Афархон. По окружности надпись на абхазском языке «Илырский храм Святого Георгия». В нижней части под изображением собора указаны даты постройки. Реверс – Лыхнинский храм. В центре изображен Лыхнинский Успенский храм. Справа и слева изображение шапок диаскуров, символов владетельского дома Абхазии. По окружности надпись на абхазском языке «Лыхнинский Успенский храм». В нижней части под изображением собора указаны даты постройки. Реверс – Новоафонский храм святого Симона Канонита.
В центре изображен новоафонский храм святого Симона Канонита. В верхнем левом углу изображение креста и сосудов для воды, являющихся символом святого Симона Канонита. По окружности надпись на абхазском языке «Новоафонский храм святого Симона Канонита». В нижней части под изображением храма указаны даты постройки. Реверс Пицунский собор Андрея Первозванного. В центре изображен Пицунский собор святого Андрея Первозванного. Слева изображение выносного креста собора, а справа изображение Митры Католикоса Абхазии. По окружности надпись на абхазском языке «Пицунский собор святого Андрея Первозванного». В нижней части под изображением собора указана дата постройки. Реверс Мукский Успенский собор. В центре изображен Мукский Успенский собор. Слева изображение выносного креста собора. Справа изображение Евангелия Мукской архиепископской кафедры. По окружности надпись на абхазском языке «Мукский Успенский собор». В нижней части под изображением собора указана дата постройки. Реверс Бедийский собор. В центре изображен Бедийский собор Святой Марии Богородицы. Слева Бедийский животворящий крест. Справа Бедийская золотая чаша Потер. По окружности надпись на абхазском языке «Бедийский собор Святой Марии Богородицы». В нижней части под изображением собора указана дата постройки. Художник Батал Джапуа. Реализация наборов памятных монет храма Абхазии юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия. Землетрясения силой около 4 баллов произошли в четверг утром в Абхазии. Наиболее сильно толчки ощущались в Сухум и Гулрыбском районе. Жертв и разрушений нет. Судя по сообщениям, эпицентр находился в море. Как говорят специалисты, автошоки, то есть повторные толчки, предсказать невозможно, впрочем, как и само землетрясение. В Гагарском районе практически метеостанция не зафиксировала это землетрясение. Значит, там где-то было не более 2 баллов или 2,5 баллов. А вот то, что касается восточной части Абхазии, там где-то больше проявилось, потому что по нашим данным, как нам сообщили, Краснодарский край, то, что их сейсмостанция, эпицентр находился где-то порядка 40-50 километров от города Сочи, на глубине Черного моря 5 километров. Вот там где-то было зафиксировано это колебательное движение. Разрушение других изменений, то, что в природных явлениях, или, допустим, изменение уровня воды, изменение, допустим, течения рек и так далее, где там находятся наши метеостанции, ничего не было зафиксировано. Ну и в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.